Спасатели Северостинского отделения Всероссийского студенческого корпуса рассказали детям о правилах безопасности в походе и об основах скалолазания. По легенде, ребятам предстояло пройти участок над бурлящей рекой, которую невозможно переплыть. Воплотить идею в жизнь специалистам удалось благодаря выигранному гранту. Хетак Плиев продолжит. Различие карабинов – это полуавтоматы и муфтующие. Как правильно завязать узел, зафиксировать крепеж и многому другому детей обучают спасатели. Вниз он не спускается, подняли наверх, подтянулись, подняли наверх, подтянулись. Инструкторы напоминают детям, что самое главное в походах – это безопасность, и о ней нужно позаботиться как следует. Основы скалолазания детям нравятся. Им рассказывают о тонкостях подъема на скале. На каждом уроке внимание уделяют различным деталям и даже тому, как вести себя в экстренных ситуациях. Ребята понимают, что полученные знания им пригодятся в жизни. Хочу научиться работать со снаряжением и хочу научиться оказывать первую помощь людям. И как тебе занятия? Что тебе понравилось, интересно? Мне абсолютно все здесь нравится. А что самое интересное, допустим, что тебе было? Мне нравятся очень сильно лекции, они очень интересные и познавательные. Здесь же обустроили место, чтобы закрепить полученные знания на практике. Веревки растянули между деревьями, а дети должны успешно пройти этот участок. По легенде, внизу бурная река, которую нельзя переплыть. Не тяжело тебе? Ну, так, А часто уже так делала? второй раз, Второй раз? да. А ты же говорил, что ты 300 раз уже в походах была. Ну, в походах, да, лазила, Еще понравилось тебе? да. Еще? Закидывай опять ноги. Учения проводят спасатели Северостинского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они лицензированные специалисты, которые помогали людям в экстренных ситуациях. Теперь они решили передать свои знания детям. Выиграли грант и на полученные средства закупили технику и оборудование. Ребята являются аттестованными спасателями, имеется официальный документ, то есть они проходили специальные курсы, на которых обучались всем способам, методам оказания первой помощи. И не только первой помощи, вот сегодня будут рассказывать про узлы, альпинистское снаряжение. Все это мы отрабатывали многократно сами на практике. Ходим тоже занятия для себя проводим, так сказать. А летом детей ждет последний этап участия в проекте – турпоходы по самым живописным местам Осетии. Хетак Плиев, Майырбек Дидикаев, Новости Осетии.